Уважаемые телезрители, здравствуйте! Мы продолжаем собирать инициативную группу в поддержку увековечивания памяти жертв политических репрессий на территории Мордовии. Наша память должна быть выражена, по крайней мере, в 5 формах. Первое – это ежегодное проведение поминального мероприятия, посвященного нашим репрессированным землякам. Второе – в форме крепления мемориальных досок на стенах последнего места жительства репрессированных жителей Мордовии. Третье – установки в форме установки в центре Саранска памятника жертвам политических репрессий, что есть во многих городах, в которых уважают память своих репрессированных земляков. Четвертое – организации в одном из исторических зданий Саранска музея памяти жертв политических репрессий. И пятое, по крайней мере, что обязательно необходимо, это возведение мемориального комплекса на месте массовых варварских захоронений жертв политических репрессий, одно из которых найдено 15 лет назад на юго-западе Саранска у Богоявленских родников, куда дорога ведет по улице Коммунистической в сторону телецентра, который только в 1961 году построен, а в 30-х годах его не было. Дорога идет дальше в лес, к родникам. Машина спускалась к родникам, и тех, кого расстреляли во внутренней тюрьме, захоранивали, тех, кого, видимо, большую часть расстреливали именно там, перед тем, как сами приговоренные к смерти рыли себе ямы. И я думаю, что рано или поздно все эти меры обязательно реализуются, потому что в нашу инициативную группу включаются такие уважаемые люди, как доктор технических наук, профессор кафедры зданий, сооружений, автодорог, архитектурно-строительного факультета Мордовского университета Борис Михайлович Люпаев. Борис Михайлович, расскажите, пожалуйста, насколько важно для нашего поколения, от которого уже на 80 лет отстоит этот период истории репрессий, насколько важно для нас помнить репрессированных, не забывать и увековечивать их память. Это позволит молодому поколению не повторять ошибок, которые совершались ранее. Если это не будем делать, то мы снова приобретем те же болячки, те же события, те же анонимки и так далее, и так далее. Поэтому это очень важно на будущее, чтобы у нас сохранилась нормальная здоровая обстановка. И очень важно, что этот вопрос поднимает молодежь. Потому что именно им нести дальше эту идею, что надо вот так вот относиться к тем, кто... Ведь они же не случайно погибли. Это же борьба была за власть, за жизнь. Но метод такой неудобный получился. И надо сказать, что в других странах в такой форме даже, по-моему, и не было ничего подобного. Не было, насколько я знаю. И поэтому мы тут первооткрыватели. Раз уж мы сделали это, так теперь наша очередь это исправить. Но ведь, говорят, это унижает наше достоинство. Унижает достоинство молчания, замалчивания, скрывания, сокрытия всех этих. Вот это унижает достоинство. Настоящие люди не боятся правды. И признание в собственных ошибках. И признание собственных ошибок. А как вы относитесь к тому, что вот есть такой парадокс, который очень часто используется, когда говорят, что для того, чтобы не обидеть несколько тысяч родственников палачей, карателей, нужно обижать несколько десятков миллионов родственников репрессированных и скрывать от них правду, чтобы вот несколько тысяч родственников тех, кто их репрессировал, тех, кто фальсифицировал дела, пытал, расстреливал, производил судебные процедуры незаконные, признанные государством, всеми уровнями власти сегодня признаны незаконными, реабилитированными. И нужно ли нам жалеть несколько тысяч, обижая несколько десятков миллионов, скрывая от них правду о репрессиях? Даже если мы одного человека лишим жизни своей волей, нам уже будет позор несмываемый, а не то, что тысячи. Их половину самих перестреляли, а может быть даже и больше. Так чего теперь? Сначала он был таким, потом его самого расстреляли, и что мы с его родственниками будем делать?
Один попали в ту категорию, попали в эту, и будем теперь бегать и разбираться, кто в какой категории находится. Не повторить этих ошибок. Борис Михайлович, перед тем, как продолжить, представьте, пожалуйста, свою супругу, которая вам поддерживает и мысленно с нами, и, может быть, даже будет нам помогать беседовать. Да. Представьте, пожалуйста, ее. Валентина Владимировна Рыпаева. Сколько лет вы вместе? Личный вопрос. 60 лет примерно. Да, скоро 60 уже. Вот это круто. Мы пример для молодежи. Надо уважать друг друга. Ну, конечно, любить. Без любви ничего не бывает. Терпение и трудиться, трудиться, трудиться всю жизнь. Чем мы и занимались. Валентина Владимировна, но Борис Михайлович известен, я у него брал уже интервью, что у него очень такое бесстрашное мышление. Даже когда он в науке предлагает идеи, он может идти... Вперед! Как вот вы... он же, значит, и в быту такой же человек... Да, да, целеустремленный. Если у него что-то зародилось в голове, то я, во всяком случае, в этом участвую очень активно. Со мной советуются, на мне проверяют свои идеи. И я, конечно, с чем-то соглашаюсь, с чем-то нет. Вот, ну... Сохраняя взаимоуважение. Это его работа, это его жизнь. Я стараюсь поддерживать его во всех его начинаниях, во всех его трудах. А как вот считаете, насколько важно сохранять память о невинно репрессированных людях и увековечивать их память вот в форме музеев? Обязательно. Без прошлого нет будущего. Нужно знать, что мы проходили, чтобы не делать ошибок в будущем, чтобы бороться с теми явлениями, которые могут спровоцировать то же самое в наши дни и в будущем. Нельзя этого допускать. А какие это явления? Ну как какие? Вот эти вот расстрелы, тюрьмы, вот эти 30-е годы, конец 30-х годов. Это страшные годы, через которые прошла наша страна. Этого нельзя повторять. Это страшно и для тех, кто пострадал, и для тех, кто этим занимался, то есть арестами, там, судилищами и так далее, и кто приводил в исполнение приговоры. Для них все равно, какой бы ни был человек, он это переживает. А я думаю, предполагаю, что родственники, следующее поколение, еще больше переживают за тех людей, кто этим занимался. Валентина Владимировна, вот у нас такой парадокс получается, что были репрессированы миллионы, а если с депортациями там и десятки миллионов, с голодоморами. Но когда человека репрессировали по политической статье, репрессировали его родных и их жен в Казахстан, Да. детей в детские дома, и получается Выселяли. их соседи потом спросишь, никто не соприкасался с репрессированными, потому что их изолировали. Вот вы сами не контактировали, получается, да, с репрессированными вам? Нет, не пришлось. Во-первых, я вот родилась как раз в конце 30-х годов. Вот в 38-м году, когда вот 37-й, 38-й, 39-й год был как раз расцвет репрессий. Ну, я в это время родилась. А потом вот война. Немножко я захватила уже разгромленную Украину. Мы жили в Сибири, у меня отец был военный. А когда он ушел на Восточный фронт, его призвали, мы вернулись на Украину. И там я хватила лихо, что называется, от и до. Мы ели все, что вот можно было. Вплоть до того, что
и картошку замороженную, полусгнившую. И вот где-то, если жмых, это для нас лакомство, если добывали вот мои бабушка, дедушка, мама. Вот разбитая техника на полях. Ой, сколько подорванных людей на снарядах, не разорвавшихся минах. Уходит человек в поле или в лес и не приходит. Взрыв и нет человека. Заминировано Тоже все. репрессии. Это, да, это все вот эти годы страшные, которые пережила наша страна и люди, живущие в это время. И многих, после того, как они вернулись со фронтов, Борис Михайлович, их власть тоже направила через фильтрационные лагеря на работы. И те, кто попал по вине власти в плен, те, кто, вот миллион людей, когда вот руководство сталинское, после того, как Сталин в конце 30-х уничтожил большинство крупнейших руководителей, остались руководители советской армии, получается, или молодые, или там лизоблюда сталинские, и поэтому очень высокие потери были. Но и поэтому очень много людей было в плену, и мирного населения, и из них после войны их направляли часть снова в лагеря. То есть репрессии был новый виток к тем, кто победил. Как вы, Борис Михайлович, вот к этому относитесь? Во-первых, я хочу сказать, что я верю в то, что всем в мире управляет компьютер мировой. А если компьютер работает и управляет, то значит все события, какие там не происходят у нас вокруг нас, то есть они все спланированы. А не фатализм ли это, что ничего нельзя изменить, все обречено? Если компьютер решил, что так вот надо делать, вот эту часть мирового пространства, он руководит ей, вот он и принимает решение. Хотим мы того или не хотим, он выбирает этот путь. Поэтому шли и репрессии и так далее, они имели определенный смысл, который заложен в этом компьютере. То есть отсеивались какие-то люди, обладающие какими-то определенными качествами. Так положительными, а отсеивались? И положительными, Не слишком много основном. Не положительных. обязательно. Нет, я говорю, слишком много положительных качеств, это тоже было вредно для соседей. Человек. Мощная концепция. Но... Да? Поэтому, естественно, он попадал. Другой человек еще по какой-то причине. То есть такая очень сложная вещь была. Туда смотри. Очень сложная вещь. Поэтому я говорю, если есть мировой компьютер, а только к нему мы идем, ведь 100 лет назад кто-нибудь сказали, что в автомобиль будет бегать без водителя. Туда смотри. Без водителя. Вам кто-нибудь поверил бы? Нет. А что если всем руководит компьютер мировой? Ведь миллиарды лет прошли. Биологически жизнь не протянет миллиарды лет. Поэтому только механические, вот, электронные и так далее пробивают это все варианты. И то, что она делает, нам не всегда будет понятно. Логично. Если нам непонятно, значит, мы обязательно повторим это. Если мы заранее говорим себе, что есть вещи, которые мы не способны... Так если мы уважаем науку, то мы понимаем, что мы все можем понять. И если и многие вещи определяются нашей гражданской безответственностью, равнодушием, за которым следуют репрессии, вот такой террор. А если нам внушили это равнодушие извне, с компьютера. Но кто бы не внушил, надо избавляться от него когда-нибудь. Вот избавляются или от него, или от нас. Избавляются, происходит. Вот видите, где-то людей выбирают, где-то правительство, где-то государство. И целую планету уничтожают. Была планета, нет планеты. Марс, вон, нет жильцов. А такая же была жизнь, как на Земле. Пожалуйста, сделали. Теперь там тишина и покой. Борис Михайлович, теперь смотрите сюда. Валентина Владимировна, пожалуйста, ваши комментарии. Ну, я, в общем-то, беру под сомнение идею, что нами управляет мировой компьютер, высший разум, можно так сказать. Я тоже. Вот. Но... В этом прелесть Бориса Михайловича, что он оригинальной идеей, да. Да, да. Я сомневаюсь, но какое-то зерно правдивости в этом есть.
Потому что вот даже если брать отдельного человека, одним людям вот удача. Удача и во всем. Другим людям нет. Вот, ну не получается. Все планы, все задумки, все идет прахом. Ну, Странно, вопрос, да. От человека это зависит? Да, от человека. Но ведь мысли-то у него появляются не сами, так по себе, а на основании каких-то уже, да, какого-то опыта, какого-то знания, образование здесь играет очень большую роль. Вот. Окружение, с кем общается человек. Это очень важно. И, как правило, успешные люди, они сами по себе ну, человека добрые люди, можно так сказать. И потом уважают других. Вот это очень важно. Уважать себе подобных. Уважать. Если бы вот это было качество, Больше и ничего не надо. не было бы 30-х годов, и не было бы Мировых войн. жутких, да, явлений вот у нас в стране после войны. И сейчас очень серьезная обстановка тревожная в мире. Потому что люди, мы видим это воочию, перестали уважать друг друга. Их концепции, их решения. Ну, возьмите сейчас отношения Америки и России, Украины и России. О чем говорить? Люди перестали уважать. Не все, конечно, но такие, те, что вершат властные люди, те, что властью обладают, у них какие-то нехорошие заморочки, можно так сказать. Валентин Владимирович, сейчас мы эту мысль переварим.